Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet, спонсор спортивных эмоций. Кровавая баня от первого кыргыза в UFC. Боец Лиги Найза оставил чемпионский пояс. И когда у Асу Алмабаева будет титульный бой в UFC? Расскажем вам в ближайшие минуты. Армысың қадірменді спорт серқауым. Меня зовут Алена, и это Найзадай Ньюс. Героем недели нарекаем бойца ММА, покоривший наши сердца после турнира UFC 308 Мактыбек Оралбой Улулу. Имя-то какое, Мактыбек, прям само за себя говорит. Напомню, что на прошедших выходных в Абу-Даби состоялся турнир UFC 308, где и выступал наш герой. Несмотря на то, что в конце руку подняли не ему, а его сопернику Матеушу Ребецки, Мактыбек явно отличился. На протяжении почти всего поединка кыргызский брат сражался чуть ли не искупавшись в собственной крови и с огромной гематомой у глаза. К слову, этот бой оказался самым тяжелым в его карьере. Но железный характер взял свое. Кстати, их бой с Ребецки был признан боем вечера, и бойцы даже получили отдельные бонусы. А особенной поддержкой для Мактыбека стала песня, которая была специально написана для него. Исполнили ее знаменитые рэп-артисты Улукманапа и Житыген. Под нее Мактыбек, собственно говоря, и выходил в тот вечер. Пишите в комментариях слова поддержки для нашего героя. И вообще, как для вас прошел этот бой? Какие у вас были эмоции? Кстати, спонсор спортивных эмоций – 1xBet. Чемпион Лиги Найза в наилегчайшем весе Диас Ерингаипов оставил пояс. Об этом он сообщил в своем инстаграме. С момента последнего боя Диаса, кстати, тогда же была и первая защита пояса, прошел почти год. Летом в Актау Ерингаипов должен был схлестнуться с Булатом Заманбековым, но соперник не уложился в весовой лимит, и бой, так сказать, слетел. Позже Диаса вызвал экс-чемпион Найза в минимальном весе Казбек Сагын. Но бою тоже не суждено состояться по причине травмы флеша. И в связи с этим Диас, посоветовавшись с командой, принял решение оставить пояс и попытать счастья в зарубежных лигах. Ну что ж, желаем успешных начинаний, Диас. Асу Алмабаеву нужно провести как минимум 2 боя, чтобы добраться до чемпионского титула. Так заявил главный редактор сайта UFC Томас Джербази. Как вы помните, неделю назад Зульфикар провел очередной бой в сильнейшей лиге, где вновь одержал победу. Кстати, эта победа хорошо подняла его в рейтинге с 14-й строчки аж на 7-ю. Позже Алмабаев в микрофон попросил чемпионский бой за титул. По словам Джербази, Алмабаеву такой бой пока не дадут, так как перед ним есть Асакура и Ройвел. В любом случае, казахстанец стал как никогда близок к своей заветной цели. Буквально сегодня Асу прибыл домой на заслуженный отдых. В аэропорту встретили не только Зульфикара, но и еще одного казахского чемпиона – борца Ризабека Айтмухана. Этот парень творит историю. Ризабек стал обладателем золотой медали по борьбе на молодежном чемпионате мира. Теперь борец может еще больше гордиться своими регалиями. Так, загибаем пальцы. Теперь Ризабек чемпион мира до 20 лет, до 23 лет и среди взрослых. Как говорится, что за лев этот тигр? Гордимся! Турнир UFC 308 запомнится нам не только своими боями, но и пресс-конференцией. Точнее, запомнится она не столько нам, сколько таджикскому бойцу Дарапшоху Наботову. Поговаривают, что он выдал себя за журналиста, чтобы воспользоваться шансом и пообщаться лично с боссом UFC. И он это сделал. Вот что значит брать от жизни все возможное, ребята. Наботов заявил в микрофон, что он элитный боец, и у него никогда не было менеджера, который бы его продвигал. На счету его 9 побед и 0 поражений, поэтому он просит дать ему шанс выступать в крупнейшей лиге. И более того, он готов выйти на коротком уведомлении. Парня, естественно, заметили. Позже Наботов заявил, что ему предложили выступать в претендентской серии Дана Уайта. Вот так, бойцы! Если гора не хочет идти к Магомеду, значит, Магомед должен пойти к горе. А кто еще отличился на прошедших выходных, расскажет мой коллега Диас. Ассаламу алейкум, курметті достар! Всех приветствуем, наши дорогие зрители! С вами Диса. Прошли горячие выходные, жесткий турнир UFC 308, который мы обязательно обсудим. Погнали!
Пока мы не начали обсуждать UFC, хотелось бы отметить, что 25 октября в Абу-Даби прошел турнир по грэпплингу Абу-Даби Extreme Championship. В главном карде выступил наш казахстанский боец ММА, экс-чемпион ОНЕ Хайрат Ахметов. Его соперником стал действующий чемпион Беллатор в легчайшем весе Патрик Микс. Решением судей победу одержал американец, но стоит отметить, что наш боец Ахметов вышел на очень коротком уведомлении. Он принял схватку всего за 2 дня до ивента. 26 октября в Абу-Даби прошел турнир UFC 308. В главном бою вечера Илья Топурия защитил свой пояс полулегкого веса против экс-чемпиона Макса Холлоуэя. Эль Матадор нокаутировал соперника в 3-м раунде и стал первым, кто смог нокаутировать Макса. Топурия нокаутировал Александр Волконовский и Холлоуэя всего за 8 месяцев. А эти ребята правили дивизионом целых 7 лет. Как думаете, кто сможет остановить Топурию? Нам на ум приходит Мавсар Евлоев, а еще есть Диего Лопес. Пишите свои мысли в комментариях, кто же сможет остановить Топурию. Ну а в соглавном событии вечера Хамзат Чимаев устроил шоу, поймал Роберта Уитакера на болевой прием уже в 1-м раунде. Роберт постучал просто мгновенно, и многие удивились этому, но как оказалось, у него были на это причины. У жнеца съехало назад 3 зуба. После поединка Роберт рассказал, что у него есть давняя проблема с нижним рядом зубов, они у него неустойчивые, но у него сейчас все нормально. Благодаря победе Хамзат взлетел на 10 позиций и теперь занимает 3-е место рейтинга среднего веса. Ну и, конечно же, Магомед Анкалаев победил Александра Ракича единогласным решением судей. Мага уверенно забрал победу и обратился к чемпиону полутяжелого дивизиона на английском языке и сказал Перейре: «Алекс, перестань убегать от меня». А что вы думаете по поводу этого поединка? Кто фаворит? И реально ли, что Алекс боится Анкалаева? А по поводу обновлений больших изменений не произошло. Магомед теперь единственный претендент номер 1, потому что Прохаска спустился на 2-е место. По одной позиции прибавили Халил Раунтри и Доминик Рейс. 6-е и 12-е место соответственно. Пират Шарабулет снес Армена Петросяна двойным бэкфистом во 2-м раунде и назвал это прием Double Bullet. Буллет стал первым в UFC, кто смог нокаутировать соперника таким образом. После боя он вызвал на бой самого Исраэля Адесанию, который занимает 2-е место рейтинга. А Шара после обновления рейтинга попал на 14-е место. Ну и нельзя не рассказать про бой нашего брата из Кыргызстана Мыхтыбека Уралбай-Улу. Его соперником стал поляк Матеуш Рабецкий. Для всех тех, кто не смотрел поединок, мы настоятельно рекомендуем пересмотреть бой. Мыхтыбек показал настоящий дух воина. Оба бойца подарили нам невероятные эмоции, ну а спонсор наших спортивных эмоций — 1xBet. Спасибо, наши дорогие зрители, что с нами. Пишите комментарии, ставьте колокольчики и будьте всегда в курсе вместе с Найза. Турнир ПФЛ, где дрались Фрэнсис Нгану и Ренан Феррейра, продал США жалкие 10 тысяч PPV. Это данные журналиста Дэйва Мельцера. Шоу показывалось на ESPN+, и цена одной трансляции составляла $49.99. Для сравнения, цена одной трансляции номерного турнира UFC – $79.99. Как прошел UFC 308 и какие изменения ожидать в карьере ведущих бойцов лиги, расскажет наш друг Миша Краймер, который лично посетил турнир. Алена, привет, это Михаил, корреспондент из Абу-Даби. Друзья, Алена попросила рассказать мне, как прошел UFC 308 в Абу-Даби. Сразу скажу оценку, турнир шикарный. Для меня это такое завершение года. Я понимаю, что будет еще драться 8 числа Шавкат Рахмонов в UFC за пояс. Это тоже очень важный бой, но если говорить о турнире целиком, то UFC 308 в Абу-Даби суперский, все бои очень понравились, был и крутой нокаут, который вошел в историю UFC, мы говорим про бой Шары Буллета и Армена Петросяна, было и возвращение Хамзата Чимаева, и ужасное, да, если вы видели фотографии челюсти Роберта Уитакера, что с ней случилось, я думаю, что вы можете посмотреть в телеграм-канале, например, Вестник ММА, ну и, в принципе, я уверен, если вы следите за ММА, вы не могли пропустить эту фотографию мимо своих глаз. Также был шикарный бой за титул Макс Холлоуэй против Ильи Топурии, очень драматичный. Илья стал первым человеком, который отправил Макса в нокаут. Был еще шикарнейший бой Оралбая против бойца из Польши. Кто его не смотрел, я тоже прям рекомендую. Литры крови вылились на настил октагона, плюс 2 настоящих характера встретились лбом к лбу. Было спорное решение.
но при этом это тоже бой, который претендует на звание боя года. Очень крутой бой двух характеров. Да и в целом турнир замечательный, разнообразными. Он пестрил событиями, было много крутых гостей. Был и Хазбулла, был и Абдурозик. Возможно, UFC хотят в будущем их сделать бой. Шутка, конечно же, не хотят. Но в любом случае это был турнир, который, я думаю, что оставил свое имя в истории UFC. Кстати, всем советую, если у вас будет такая возможность, обязательно прилетайте на UFC в Абу-Даби. Билеты на самолет стоят довольно дешево, и это то событие, те впечатления, которые невозможно будет потом забыть. Если вы ни разу не были на турнирах UFC, то это самая простая локация для посещения. Наверное, вот вкратце это все. Алена, слышно ли меня? На этом у нас все, друзья. Спасибо за ваши комментарии и подписки. Вы у нас самая лучшая аудитория. Всем отличной недели и до пятницы!